Здравствуйте, с вами Анжела Андреева и Илья Сергеев. Вы смотрите путевую передачу. Легковушки, автобусы и грузовики. Основная задача любого транспорта – доставить водителя, пассажиров и груз из пункта А в пункт Б и сделать поездку максимально безопасным. Шли годы, одно поколение сменялось другим. Появлялись все новые активные и пассивные системы безопасности, такие как антиблокировочная система торможения и стабилизация курсовой устойчивости. Изменилась и геометрия кузова. Несмотря на то, что его жесткость стала ниже, он стал более безопасным за счет математически продуманных зон деформации и грамотного распределения энергии удара. Не лишним будет упомянуть и подушки безопасности, без которых не обходится ни один современный автомобиль. Все эти и многие другие технические решения созданы с целью максимально снизить урон водителю и пассажиру при ДТП. Однако все эти решения сделаны на основе одного устройства, которое десятилетиями спасало жизни автолюбителя, и без которого все инженерные решения становятся бесполезными. Ремень безопасности. Для начала взгляните на эти кадры. Во всех случаях водители или пассажиры транспортных средств были не пристегнуты. Шансы на выживание крайне минимальные. А теперь обо всем по порядку. Углубимся в историю. Принято считать, что первый ремень безопасности для транспортных средств был изобретен в 1885 году. Именно тогда американец Эдвард Клэкхорн запатентовал свою разработку, назвав его ремнем безопасности, предназначенным для туристов, путешествующих на открытых каретах. Впоследствии изобретение стало применяться для фиксации кучера. Сначала ремни были двухточечные. После инженером Нильс Болином была запатентована конструкция трехточечного ремня, а 11 мая 1903 года Луи Рено предлагает вариант пятиточечного ремня. Наиболее популярной стала трехточечная компоновка за счет своей простоты, эффективности и надежности. Вопрос пристегиваться, не пристегиваться уже давно входит в число тем, о которых с жаром спорят автолюбители. Масло в огонь подливает то, что известны случаи, когда непристегнутый пассажир в момент аварии вылетал из автомобиля, разбивая лобовое стекло. Эпикриз, пара царапин и легкий испуг. Вот и ездят тысячи людей, надеясь на авось. Но подобных чудесных спасений, к сожалению, единицы, а трагических случаев тысячи. Будучи непристегнутым, пассажир на заднем сидении не только увеличивает риск для собственной жизни, но и ставит под угрозу жизни впереди сидящих людей. Доказано, что вероятность гибели впереди сидящего пассажира увеличивается в 5 раз в том случае, если сидящие сзади не пристегнуты. Более половины пассажиров передних сидений выжили бы в ДТП, если бы сидящие на заднем сидении люди пристегнулись. Так, при скорости 50 км в час, когда имеет место столкновение транспортного средства с неподвижным препятствием, на взрослого человека, вес которого составляет 70 кг, воздействует удар с огромной силой – 2 тонны. Для ребенка эта цифра 500 кг. Те водители, которые предпочитают не пристегиваться, приводят самые различные нелепые аргументы, что ремень безопасности не столь и важен. Существует несколько основных аргументов. Ремень мешает движению. В какой-то степени это действительно правда. Например, пристегнутому водителю трудно открыть заднюю правую дверь, дотянуться до бардачка, ехать задним ходом с разворотом туловища. Однако эти незначительные трудности не стоят того, чтобы рисковать здоровьем и жизнью. При столкновении и пожаре ремень может заклинить. Как правило, машины могут загореться от сильных ударов, поэтому если вы были не пристегнуты, то на момент возгорания вам будет уже все равно, что происходит с автомобилем. А миф о том, что ремень при пожаре заедает, абсолютная неправда и ничем не подтверждается. Если вылететь в окно, то вероятность выжить больше. Учитывая то, что стекла сейчас делают крайне прочными, да и крепежи для них тоже, вылететь из стекла полностью просто невозможно. Максимум, что вылетит, это голова, а вот туловище, скорее всего, застрянет. Кстати, подушки безопасности сконструированы для работы в паре с ремнем. И если во время столкновения человек будет не пристегнут, то к массе удара 2 тонны добавится еще и удар профессионального боксера. Ну и каковы шансы, что ваша черепная коробка выдержит подобную перегрузку? Статистика говорит, что применение ремней безопасности уменьшает риск гибели и тяжелых травм при фронтальном столкновении в 2,5 раза, при боковом в 1,8 раза, а при опрокидывании аж в 5 раз. Казалось бы, обычная капроновая лента, но способная выдержать до 2 тонн нагрузки. Сел в автомобиль, пристегнись. Если нет ремня безопасности или он сломан, лучше отказаться от поездки. Авось может и не прокатить, а жизнь уже не вернешь. Важный момент. Срок службы любого ремня безопасности не более 10 лет, либо до первой ударной нагрузки. Старый потрепанный ремень может не выдержать удара при аварии, что неминуемо повлечет за собой плачевные последствия.
Часто стекло внутри салона покрывается тонким слоем пыли, почти незаметным на первый взгляд, а это значительно ухудшает видимость в темное время суток. На помощь приходят народные способы. Очистите стекло спреем, затем натрите стекло газетой. Она отлично очищает и полирует поверхность, делая стекло кристально-прозрачным. Давай, рассказывай. Ой, что рассказывать? Забыл, что ли, как новый двигатель заводил? Ага, ну дело было так. Во-первых, как было сказано ранее, двигатель теперь был установлен инжектором, и для его запуска нужен был новый бензобак с топливной магистралью, проводка ко всем датчикам, ну и хорошие мозги, то есть блок управления. Собиралось все практически по крупицам, что-то с разборки, что-то с автомагазина, а что-то и под заказ. Прошло немало времени, пока я подошел к самому пуску двигателя. Зато до этого я успел натянуть новый потолок, установить стекла, тросик газа, новый воздушный фильтр и много-много чего по мелочи и не очень. Конечно, пришлось немного помучиться с топливной системой, протягивая трубки под днищу и соединяя шланги под капотом. Но в конечном итоге все было подготовлено, и теперь оставалось дождаться автоэлектрика, чтобы он все грамотно подключил, и двигатель можно было заводить. Ну теперь точно можно отправляться в путь. Не все так просто. Ремней безопасности еще нет. Да и сиденье нужно поставить. Ну тогда, как обычно, Это как обычно. а об этом он расскажет в следующей программе. Остались вопросы или есть предложения? Звоните по указанному на экране номеру, пишите в группу ВКонтакте или e-mail. Вы смотрели путевую Путевую передачу «Удачи на дорогах».